Новый спортивный объект идеально вписывается в территорию действующей спортивной школы Икажева, а своими возможностями он теперь отлично дополняет программу спортивного развития для ребят. В рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» возведено два корпуса. На эти цели направили 80 миллионов рублей. В новом здании предусмотрели административный блок и дополнительный спортивный зал. Они связаны со старыми корпусами и расширили территорию школы на 1500 квадратных метров. Условия муир, вентиляция вообще яцер, пожарная сигнализация, хама вашта яцер, стабильная противопожарная сигнализация, вашта яцер. В этих залах воспитываются порядка 800 спортсменов. Занятия проводят по 4 видам спорта – тайквондо, боксу, борьбе и дзюдо. В последней секции около 300 участников. Дзюдо у молодежи Икажева пользуется большой популярностью. Из-за высокого спроса тренироваться ребятам приходилось 8 смен в стесненных условиях. Новый спортивный зал полностью решил эту проблему. В старом административном корпусе было всего 3 кабинета и пару санузлов с душевыми и раздевалками. В новом здании на этот блок отвели 500 квадратных метров. Здесь 4 просторных кабинета, а остальное пространство предназначено для душевых и санузлов. А новый спортивный зал, помимо использования новейшей конструкции сэндвич-панелей, которые работают как термос, не привлекая тепло или холод с улицы, может похвастаться и самыми современными вытяжной системой, отоплением и кондиционером. Для проведения массовых мероприятий здесь предусмотрели 200 мест для зрителей, 3 татами и по периметру развешаны 5 звуковых колонок мощностью по 1500 Вт каждая. Кстати, недавно здесь прошли и первые соревнования, где все это в совокупности показало высокий уровень организации турнира. 13 числа я езжал из международного турнира, а до этого я турнир, районный республиканский матч. Hayır, dok ehtobat servis rayonu yaşan şu ya ventilasyon alarak şiyon muhtik qeyxalara çok xildar bolbeş. Hans o habya bol xilna uş уровень абахат зрители что уж muhtigi parga çan goşçi pari ventilasyon современная вентиляция кондиционер жоқ, жоқ барға тоғы қалыр, ханс болда хош, атты бағыртқа болда, хадбиға, хаши доқнар, хаши бар, Донецк, Луганск, Осетия, Чечня, Дагестана. Теперь после строительства новых корпусов руководство рассчитывает провести ремонт старого. Как поделились сотрудники спортивной школы, глава региона дал поручение преобразить старые залы и восстановить бассейн. Сделал этим зюахилчи, учи директно акция ставить яйцар, ремонт егиан, цот платеждакар. Тренажерные и игровые залы, плавательный бассейн не оставят равнодушными любителей здорового образа жизни. Это первая реализация федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» в Ингушетии. Помимо него в регионе ведется строительство спортивных объектов в рамках нацпроекта «Спорт. Норма жизни», инициированного Владимиром Путиным. Национальный проект «Спорт. Норма жизни» у нас в 2023 году тоже произведена очень хорошая работа. У нас начато было строительство физкультурно-оздоровительного корпуса с плавательным бассейном в городе Сурже. Уровень готовности данного объекта уже 100%. Также у нас в прошлом году было начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в сельском поселении Барсуки. Данный объект строится, в этом году будет завершение. Также у нас в рамках нацпроекта была произведена поставка спортивно-технологического оборудования для создания спортивной площадки, малой спортивной площадки, это в сельском поселении Сурхахи. Ну и было такое мероприятие у нас в рамках нацпроекта. Поставка спортивного оборудования и инвентаря для школ Олимпийского резерва, чтобы те дети у нас могли заниматься и экипировать данное население. Так, возводя новые объекты по федеральным проектам, в России планируют вовлечь к регулярному спортивному досугу 70% жителей страны. Доступность инфраструктуры, качество и многообразие спортивных комплексов, различных популярных секций прямо влияют на качество жизни, здоровье жителей, создавая условия для занятия физкультурой наравне с остальными и людям с ограниченными возможностями здоровья. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Султан Булгучев, Новости 24.